алейкум, азиз достлар. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем изучение крымско-татарского языка. Этот язык входит в группу тюркских языков. Кроме него, к тюркским языкам относятся узбекский, казахский, киргизский, туркменский, азербайджанский, турецкий и другие языки. Знание крымско-татарского языка откроет перед вами большие возможности. Вы лучше сможете изучить историю, литературу, искусство крымских татар. Освоив крымско-татарский язык, вы с легкостью сможете изучить любой из тюркских языков. Как же здороваются и прощаются по-крымско-татарски? Можно сказать «селям алейкум». Отвечают «алейкум селям». Можно поздороваться так «мераба». Отвечают «мераба». А прощаются следующими словами. «Сағлықнен қал» говорят тому, кто остается. «Сағлықнен бар» говорят уходящему. В этих выражениях встречаются два специфических звука крымско-татарского языка – «х» и «г». Произношение звука «к» похоже на произношение звука «х». Например, Крым по-крымско-татарски звучит так – «Крым». Звук «г» произносить легко. Он похож на звук «г» в украинском языке. Например, «саг-ол» – «спасибо». Когда прощаются со взрослым человеком, ему говорят «сағлықнен қалыңыз» или «сағлықнен барыңыз». Здесь встречается звук «м». Этот звук носовой. При его произношении язык поднимается к небу. Например, «чаң» – колокольчик. Selam aleykum. Aleykum selam. Yaxşısınızmı? Şükür yaxşı. Siz neredeniz? Bir xabar, yaxşı. Ananız yaxşı mı? Allah'a şükür, bir joruk. Selam yetim oğlum. Алейкум selam. Ayda sağlık Sağlık var. А как приветствовать знакомых утром и вечером? Как пожелать спокойной ночи по-крымско-татарски? Доброе утро будет «Саба шерфенес хайрлы олсун». Добрый вечер «Акшам шерфенес хайрлы олсун». Спокойной ночи «Гедженес хайр». Отвечают «Сагол санада уйле олсун» или «Хайрга каршы». Чтобы научиться знакомиться на крымско-татарском языке, надо знать такие слова. Мен – я, сен – ты, о – он, она. В крымско-татарском языке нет категории рода. Біз – мы, сыз – вы, олар – они. Послушайте песенку, в которой есть эти слова. Мен сен о, біз сіз олар, бұ дүнияда эркес бар. Песенка переводится так. В этом мире есть все. Я, ты, он, мы, вы, они. Когда знакомятся, спрашивают, «Сені надо не?» «Как тебя зовут?» Или «Сізін адыңыз не?» «Как вас зовут?» Отвечают «Менің адым» и называют свое имя. Например, «Менің адым Джемиле» или «Джафер», «Джевдет». В этих именах первый звук «дж». Звук «дж» произносится как сочетание мягких звуков «д» и «ж». Например, «Оджа» – учитель. Merhaba. Merhaba. Tanış olayım. Senin adın ne? Benim adım Lenara. Ya senin adın ne? Benim adım Alime. Soyadım Mehmetova.
Ya senin soyadın. Benim soyadım Ablayev. Итак, на этом уроке вы научились здороваться, прощаться и знакомиться на крымско-татарском языке. Повторим эти слова. Мераба, селям алейкум, алейкум селям, менің адым Лейля, сенің адын не. Познакомились со специфическими звуками крымско-татарского языка к, г, н, дж. Мирабаныз балалар. Здравствуйте, дети. Мы изучаем крымско-татарский язык, а любая учеба связана со школой. Это школа мектеп. Мы находимся в классе. На крымско-татарском языке класс сынып. Бу сынып. Это класс. Бу чан. Бу чечек. Бу не. Это что? Бу рале. Это парта. Бу ким. Это кто? Бу оджа. Это учитель. Учитель оджа. Учительница оджа или оджапче. Ученик или ученица талебе. Оглан – мальчик. Кыз – девочка. Выучим стишок, в котором есть эти слова. Бу сынып, бу рале, бу китап, бу талебе, бу оглан, бу кыз, бу оджа, бу біз. Чтобы спросить о чем-то на крымско-татарском языке, надо к слову добавить аффиксы «мы» или «ми». Бу китап «мы», китап, эбет китап. Бу рале «мы», yok, рале değil, мына рале. Оғлан яза, оғлан не япа? Қыз оқуй, қыз не япа? Талебе отура, оджа тура. Повторим слова. Мектеп, школа. Сынып, класс. Рале, парта. Китап, книга. Талебе, ученик, ученица. Оглан, мальчик. Кыз, девочка. Оджапче, учительница. Тура стоит. Отура сидит. Окуй читает, учится. Яза пишет. Чтобы спросить, мы добавляем к слову «мы» «ми». Ответ эбет, да или «yok».
Нет. Селям алейкум, достлар. Здравствуйте, друзья. Сейчас вы научитесь считать по-крымско-татарски от 1 до 5. Бір, эки, үч, дөрт, беш. В словах үч и дөрт встретились специфические звуки крымско-татарского языка. Ü и Ö. Они произносятся так. Губы вытягиваются немного вперед, язык тоже впереди. Ü, üç, Ö, dört. Посчитаем предметы. Китап кач дане. Рале кач дане. Кач kız бар. Ne kadar oğlan бар. Ne kadar çiçek бар. Слово бар означает есть. У меня есть красивые открытки. Кто сможет их посчитать, получит одну из них. Bir, iki, üç, dört, beş. Peki, yaxşı, maşallah. Bu sana. Sağ olun. Kitap, kitaplar, çiçek, çiçekler, kız, kızlar, talebe, talebелер. Как видите, чтобы показать, что предметов много, мы добавляем к слову аффиксы лар или лер. Когда какой аффикс нужно добавлять? Это зависит от последнего гласного звука в слове. Дело в том, что в крымско-татарском языке гласные звуки делятся на две группы. Гласные переднего ряда и, ü и гласные заднего ряда а, о, у. Если последний гласный звук в слове узкий, гласный переднего ряда, тогда добавляется аффикс лер. Например, мектеп, мектеплер, чечек, чечеклер. Если последний гласный в слове это гласный широкий, гласный заднего ряда, тогда во множественном числе к слову добавляется аффикс лар. Ocaklar, sınıflar. Подумайте, как будут во множественном числе слова оглан, рале. Итак, на этом уроке мы научились считать по-крымско-татарски от 1 до 5, научились ставить слова во множественном числе, узнали специфические гласные крымско-татарского языка ы. Мерабаныз достлар. Здравствуйте, друзья! Сейчас вы узнаете слова, которые обозначают на крымско-татарском языке действие, движение.
Познакомьтесь с этими словами. Тур, отур, ач, яп, кетер, кой, яд. Sürt, кет, кель, бер, ал, оку biraz. В крымско-татарском языке звуки Т, Д, Н не сильно смягчаются перед гласными Е, Ё, Ю, Я. Например, мы произносим тез, произносим кетр. Если мы хотим, чтобы какое-то действие не совершалось, к слову надо добавить аффикс «ма» или «ме», в зависимости от последнего гласного в слове. Например, тур – встань, турма – не вставай, бак – смотри, бакма – не смотри, бер – дай, берме – не давай, кель – подойди, кельме – не подходи. Поиграем в робота. Я буду говорить команды, а вы их выполняйте. Отур, тур, яз, süt, aç, yap, dinle, bak, bakma. Тур, отыр, ач, яп, кетір, қояс. Сүрт, кет, кел, бер, ал, оқы біраз. Чық, кірдіңле, бақ, бақма, яқшы, айт, тез яваш, айтма. На этом уроке вы познакомились со словами, обозначающими действие. Узнали, какой аффикс нужно добавлять к слову, если мы хотим, чтобы действие не совершалось. Повторим эти слова. Тур – встань. Отур – сядь. Ач – открой. Яп – закрой. Кетер – принеси. Кой – положи. Яз – напиши. Сюрт – вытри. Кет – уходи. Кель – подойди. Бер – дай. Ал – возьми. Оку – прочитай. Чок – выйди. Кир – зайди. Дилле – послушай. Бак – посмотри. Айт – скажи. На прошлом уроке вы познакомились со словами, обозначающими действие. Отур – садись. Отурма – не садись. А как сказать о действии, которое совершается сейчас? Я сижу. Мен не япам. Мен отурам. Я что делаю? Я сижу. Сен не япасын. Сен отурасын. Что ты делаешь? Ты сидишь. О не япа.
О отура. Что делает он или она? Она или он сидит. Без не япамас. Что мы делаем? Без отурамас. Мы сидим. Сыз не япасас. Что вы делаете? Сыз отурасас. Вы сидите. Олар не япалар. Что они делают? Олар отуралар. Они сидят. Мен келем. Я прихожу. Сен келесен. Ты приходишь. О келе. Она приходит. Без келемас. Мы приходим. Сыз келесес. Вы приходите. Олар келелер. Они приходят. Мен язам, сен язасын, о яза. Біз язамыз, сіз язасыз, олар язалар. Ученик читает. Талебе окуй. Мальчик пишет. Оглан яза. Мен не япам. Мен турам. Я что делаю? Я стою. Сен не япасын. Чечекна суварасан. Что ты делаешь? Ты поливаешь цветок. О не япа. Китапны бери. Что он делает? Дает книгу. Итак, на этом уроке вы узнали, как сказать о действии, которое совершается сейчас, в настоящее время. Мираба. Здравствуйте. Мы уже знаем достаточно слов на крымско-татарском языке, чтобы составить простые предложения. Надо иметь в виду, что в крымско-татарском языке слова, обозначающие действия, находятся в конце предложения. Сравним. Ученик читает книгу. Талебе китапны окуй. Кыз чечекны сувара. В этих предложениях к словам китапны и чечекны мы добавили аффиксы н, ни. Эти аффиксы добавляются к словам, когда мы имеем в виду какой-то конкретный предмет. Не просто книгу, а именно эту книгу. Не любой цветок, а именно этот цветок. В крымско-татарском языке, чтобы показать направление действия, используются аффиксы ка, га, ге, ке. Например, оджага – учителю, талебеге – ученику, мектепке – в школу, сыныфка – в класс. Эти слова отвечают на вопросы кимге – кому, неге – чему, кайда – куда.
Мемет ocağına kitapını бере. Ридван сыныфқа кире. Амет кітапны рәлеге қоя. Рәле отырмақ үшін, оқымақ жазмақ үшін. Әлем ер вақыт емес, елтырап тұр әлекесіз. У нас в классе запрятана игрушка. Чтобы найти ее, надо узнать, как называются предметы в классе. Bu sınıf masa, tahta, çul, bor, dolap, defter, çanta, kalem, divar, kapı, pencere, перде. Запомните эти слова. Поможет песенка. Рали, дефтер, чанта, қалем, дерс, китап, курсы, маса, тахта, чул, бор, долап, дивар, балабан, қапы, уфақ, қарандаш, ұзын, чечек, алчақ, пенжере, кең перде, тар, чоқши, сыныфта бар. В песенке, кроме слов, обозначающих предметы в классе, есть слова, которые указывают на признак предмета и отвечают на вопросы «насл» – какой, балабан – большой, уфак – маленький, узун – длинный, кыска – короткий, кень – широкий, тар – узкий. Послушайте песенку еще раз и обратите внимание на слова, отвечающие на вопрос «насл» – какой. Рали, дефтер, чанта, қалем, дерс, китап, курсы, маса, тахта, чул, бор, долап, дивар, балабан, қапы, уфақ, қарандаш, ұзын, чечек, алчақ, пенжере, кең перде, тар, чоқши, сыныфта бар. У нас есть подарок. Мы его запрятали. Кто сможет выполнить команды, найдет этот подарок. Алин, тахтагачек. Ралигева. Чантаны хач. Бакшы жандама? Мама. Ясно. Давайте познакомимся со словами, обозначающими цвет предметов. Бияз – белый, кара – черный, кырмызы – красный, ешель – зеленый, сары – желтый, мава – синий, портакал – түс – оранжевый, кавереньке – коричневый, мор – фиолетовый, кок или боз – серый цвет. Бу япрақ ешіл, бу исе сары, бу чечек мавы, сапқа веренкі, портақал түсте, чоқ чечеклер бар, қырмызы түсте, да чоқ ачар, бу чечек бияз,
еңбекленклерні ұнытсаң сора. На этом уроке вы познакомились со словами, обозначающими предметы в классе, и со словами, которые указывают на признак предмета. Сейчас вы познакомитесь с аффиксами, которые показывают местонахождение предмета. Чтобы узнать, где находится предмет, кайда – где, кимде – у кого, неде – у чего, мы к слову добавляем один из аффиксов – та, да, те, де. Выбор аффикса зависит от глухости, звонкости последнего согласного и от того, какой гласный последний в слове – широкий или узкий. Например, оджада – у учителя, талебеде – у ученика, калем кайда – раледе, чанта кимде – меметте, чечек кайда – масада. Ответьте на вопрос, как будет по-крымско-татарски у учителя, у ученика, в классе, в школе. Давайте опишем класс. Бу сынып. Сынып балабан. Мында ралелер, маса, күрсү, тахта, чул, бор ве долап бар. Долапта китаплар тура. Пенжерелер кең. Анда тар перделер асулы. Мына чечеклер. Ралелер башында талебелер отуралар. Олар окуйлар, динлейлер. Ожа окуй. Оғлан тахтада яза. Сыныфта дерс кете. Язмақ үшін япылған, құлағымдан асылған, будыр сынық тақтасы, не де яқшы язмасы. Посчитаем предметы. Для этого нам понадобятся такие слова. Кач дане – сколько штук? Сай – посчитай. Не кадар – сколько? У меня есть тетради. Их надо посчитать, чтобы узнать, хватит ли на всех этих тетрадей. Ленара? Сай, посчитай. Сай. Бар, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Машалла, добрым.
9, 10. Қалем қач дәне? Мында қач чечек? Сыныфта қач талебе бар? Часто нам бывает нужно показать порядок предметов при счете. Первый – бірінші, второй – екінші, третий – үшінші, четвертый – төртінші, пятый – бешінші, шестой – алтыншы, седьмой – едінші, восьмой – сегізінші, девятый – доғызыншы, 10-й, 10-шы. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu. Я оны ұнаттым. Yok men bilim, onuncu. Bir halem ağam berdi, bir halem tatam berdi. Hepsi olup benim oldu iki halemim. Сегодня вы научились считать до 10 и познакомились со словами, обозначающими порядок предметов при счете. Чтобы сказать, чья это вещь, надо к имени добавить окончание «н» или «нин». Bu defter kimnin? Benim. Aliye'nin defteri. Qarindosh kimnin? Benim. Fikret'nin qarindoshi. Qalem kimnin? Benim. Ramazan'ның qalemi. Çanta kimnin? Benim. Alimning çantasi. Maqas kimnin? Benim. Mariyaning maqasi. Kel, al. Süzgich kimnin? Benim. Lenara'nın süzgichi. Ya kitap kimnin? Benim. Ruslanning kitobi. Bu kimnin kitabı? Это чья книга? Менің китабым, моя книга. Сенің китабын, твоя книга. Оның китабы, ее или его книга. Біздің китабымыз, наша книга. Сіздің китабыңыз, ваша книга. Оларның китабы, их книга. Oğlanın defteri, kızının kitabı, sınıfının kapısı ve penceresi. На этом уроке вы сможете рассказать о себе. Для этого вам понадобятся такие слова. Ад – имя, сой ад – фамилия, яшаем – живу, кой – село, шер – город, хасаба – поселок.
Benim adım Ramazan, soyadım Gafarov. Ben 7 yaşındayım. Ben talebeyim. Ben 1. sınıfta okuyum. Ben 2. mektepte okuyum. Ben Ateş Kiyat koyunda yaşayım. Попробуйте составить подобный рассказ. Ответьте на вопросы. Senin adın ne? Soyadın ne? Sen talebesin mi? Sen kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfta okuyorsun? Kaçıncı mektepte okuyorsun? Sen kayda yaşaysın? Мальчик выходит из класса. Ученик достает из портфеля игрушку. Как сказать эти фразы по-крымско-татарски? Для этого надо познакомиться с аффиксами дан, тан, ден, тен. Они добавляются к словам, отвечающим на вопросы. Ким ден? От кого? Не ден? От чего? Из чего? Кайдан. Откуда? Выбор аффикса зависит от последних звуков слова. Например, сыныфтан из класса, оджадан от учителя, мектептен из школы, талебеден от ученика. Оглан сыныфтан чка. Талебе чантадан oyuncak тапып чкара. Подумайте, как будет по-крымско-татарски? Али берет книгу из шкафа. Айше выходит из школы. Спросить у ученика. Спросить у девочки. Bu benim kitapxanem, kitapların bek sevem. Kolumdan kitap düşmez, kitapsız bir gün geçmez. На прошлом уроке вы рассказали о себе, а сейчас расскажите о своей семье. Выучим необходимые слова. Коранта. Еще говорят айле. Семья. Адам. Человек. Корантамызда 5 адам бар. В нашей семье 5 человек. Она. Мама. Баба. Папа. Картана. Некоторые говорят бита или буюкана. Бабушка. Картбаба. Дедушка. Ага. Брат. Тата или апте. Старшая сестра. Оглан кардаш. Братишка. Кыз кардаш. Сестренка. А сейчас послушайте песенку, которая поможет запомнить эти слова. Ана ve baba, kartana kart baba, ağam ve tatam. Oğlan kardeşim ve kız kardeşim, bu benim korantam. В крымско-татарском языке есть аффиксы, показывающие принадлежность. Она – это просто мама, а анам означает «моя мама». Анан – твоя мама.
Анасы – его мама. Анамыз – наша мама. Ананыз – ваша мама. Анасы – их мама. Выражение «мою маму зовут» будет звучать так. Анамнын ады. Чтобы назвать имя папы, надо сказать бабамнын ады. Послушайте песенку, где встретятся эти выражения. Babamны ады Эльдар, анамны ады Нияр, ағамны ады Исмет, мен өзім Исемемет. Bizim Kur'an'ımızda 7 adam var. Anam, babam, 2 ağam, 2 bitam ve ben. Anamın adı Tamila, babamın adı Şevki. Büyük ağamın adı Abdurrahman. Dan bir bit. Ağamın adı Rüstem. Bitamın adı Vasfiye. Dan bir bitamın adı Anife. Ve benim adım Alim. В конце урока ответьте на вопросы, и у вас получится рассказ о семье. Қорантанызда қач адам бар? Қорантаныз қайерде яшай? Қоранта азаларының адлары насыл? Как сказать о действии, которое уже произошло? Для этого к словам, обозначающим действие, добавляются аффиксы «д», «ди», «т», «ти». Папа мне подарил игрушку. Мама ойыншақ bağışladı. Мама мне подарила куклу. Она мага bağışladı хохла. Алды – взял, берді – дал, ачты – открыл, кетті – ушел. Давайте возьмем, к примеру, глагол ойнамақ – играть. Мен не яптым. Что я делал? Мен ойнадым. Я играл или играла. Сен ойнадын. О ойнады. Біз ойнадық. Сіз ойнадыңыз. Олар ойнадылар. Ответьте на вопрос. Сен түневін не яптын? Ты вчера что делал? Ответ может быть таким. Мен түневін дерслерімні яптым. Я вчера делал уроки. Телевизор бақтым. Я сен не яптын? Мен анама ярдым еттім. Ойнадым. Я помогал маме и играла. İşlemege мен sevdim. Anama yardım ettim.
Зовут вам спорем, балдой моим благодарем. Doğan gününüz hayırlı olsun. Sağ ol балам. Алиме поздравила маму с днем рождения. Она сказала: «Doğan gününüz hayırlı olsun». Мама ее поблагодарила. «Sağ ol». Какие еще слова вежливости употребляются? Когда хотят извиниться, говорят «bağışlanız» или «affı etiniz». Когда вы видите работающего человека, его надо приветствовать так: «İş kolay gelsin» или «Allah kolay getirsin». Если вы хотите поздравить с приобретением одежды, скажите «Eyliknen kiyiniz». Vay, sen yanlı kostüm aldın. Pek Zülber, iyilikle ki. Sağ ol, darısı sana da olsun. Кто-то купил новую вещь. Ему надо сказать «Eyliknen kullanınız». Selam aleyküm. Aleyküm selam. Maşallah, yani çanta aldın mı? Pek Zülber, Men de çok beğeniyorum. Sağ ol. iyilikle kullan. В праздник поздравляют так: «Bayramınız hayırlı olsun» или «Bayramınız mübarek olsun». Ana, bayramınız hayırlı olsun. Sağ ol. Гостя встречают словами «Hoş geldiniz» – «Добро пожаловать». Selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Geçiniz, otur. Anan kayda? Anam işte. Buna kadar buyurun. Sağ ol. Afiyetler olsun. Anan sağ Yaxşı, Senin okuşların yaxşı mı? yaxşı. Ay ben kaytayım. Anana selam aytarsın. Aleyküm selam. Sağ ol manqal. Sağ olun. Приятного аппетита по-крымско-татарски будет «Аштатлы олсун». После еды надо поблагодарить «Чок сахолнас», «Софранызга берекет». Если человек чихнул, ему говорят «Чок яша». На все пожелания отвечают «Сагол», «Санада уйле олсун». Сегодня на уроке вы узнали слова вежливости. Ben okumuş olacağım, okuyup bilgi alacağım. Gayret edip tırışıp yaxşı adam olacağım. В этом стихотворении встретилась новая форма слов, обозначающих действие. Это действие, которое совершится в будущем. Например, «Мен не я поджагом». Я что буду делать? «Мен я заджагом». Я напишу. «Сен не я поджагсын». Что ты будешь делать? «Сен я заджагсын». Ты напишешь. «О не я поджаг». «О yazacak». Biz ne yapacakmız? Biz yazacakmız. Siz ne yapacaksınız? Siz yazacaksınız. Onlar ne yapacaklar? Onlar yazacaklar. Они что будут делать? Они будут писать. Как видите, к словам в будущем времени
добавляется аффикс «джак». Я за «джак». Или аффикс «джек». Например, «келеджек». Чтобы сказать о действии, которое совершится в будущем, бывают нужны такие слова. Ярын – завтра. Бірқач күнден сон – через несколько дней. Келеджек афта – на будущей неделе. Ответьте на вопросы. Ярын сен не япаджахсын. Что ты будешь делать завтра? Ответ может быть Ярын мен китап окуйджам. Балалар, келечекте сіз кім olmağa istейсіз? Ben alim olacağım. Benim şive olacağım. Ben kim olacağım? Ben aydavcı olacağım. Ben hoca olacağım. Hırım benim anamdır, hırım benim babamdır. Hırım degen bu ülke bana doğur vatandır. Ben onu pek seviyorum, babamı da pek seviyorum. Vatanımı biliyorsunuz, canımda da pek seviyorum. Итак, мы провели несколько уроков крымско-татарского языка. Это только первые шаги. Надеемся, что вы продолжите изучение и научитесь свободно общаться на крымско-татарском языке. До свидания. Сағлық мен қалыңыз.